Здравствуйте, дорогие друзья! 20 мая 2022 года Государственному автономному учреждению Республики Коми Центру народного творчества и повышения квалификации исполнилось 85 лет. Свой юбилей многопрофильное учреждение культуры отмечает год культурного наследия народов России. Особнячок на Советской 28 в одно мгновение дышит и живет прошлым, настоящим и будущим, открывает огромный мир, в котором хранятся традиции, обычаи и духовное богатство народов. Сегодня трудно представить богатую событиями культурную жизнь без мастеров любительского искусства, участников развития культурного многообразия Республики Коми. Зарни бордяса, мед шамыла, чужанкы в минам олам давет. Позже щорнит на любой кылан, сэмэн эддортны ашимогмет. Войвыв эрдяслен тофтым лебач, щеты свын сылы коми му. Ну а сестем лун щеты сдердже сылы матушка эжваю. Сия тиян пельяс, печьяс, сия тиян нив дазон. Мэвпыт аскывьен кык певстечме, морты даскывьен кык певьон. На сцене образцовый детский коллектив художественного творчества Республики Коми, ансамбль танца «Отрада» детской школы искусств села Пашга, руководитель Наталья Полякова. Встречайте, дорогие друзья!
Дорогие друзья, встречайте! Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми, вокальный ансамбль народной песни «Лолалым», Дома культуры села Зеленец, руководитель Лариса Яконина. Встречайте ансамбль народной песни «Визувва» Дома культуры села Визинга, руководители Вера Зиновьева и Надежда Дикоева.
Приглашаем на сцену исполняющего обязанности министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Марию Алексеевну Балмастову. Добрый день, дорогие друзья! От имени главы Республики Коми Владимира Викторовича Уйба и правительства Республики Коми мы поздравляем, я от всей души поздравляю Центр народного творчества с юбилеем. Центр народного творчества и повышения квалификации отмечает красивую историческую дату. В разное время, называясь по-разному, Центр неизменно нес в народ идеалы культуры и искусства и исполнял свою миссию всегда на высоком профессиональном уровне. Нельзя переоценить вклад Центра в развитие и популяризацию традиционной культуры, декоративно-прикладного искусства, любительского искусства, нематериального культурного наследия. Не случайно Центр народного творчества связан с профессиональной деятельностью множества именитых людей из сферы культуры и искусства Республики Коми. Это композитор, ученый, собиратель Коми национальных музыкальных инструментов Прометей Чисталев, одна из первых женщин профессиональных коми-композиторов Лидия Чуюрова и, конечно, многие другие фольклористы, музыканты, хореографы и художники. В настоящее время молодые специалисты Центра продолжают двигать вперед правое дело культурно-досуговой и информационно-просветительской деятельности. Ведущие методисты учреждения, опытные знатоки своего дела, охотно делятся своими профессиональными опытами и не уступают молодежи в поиске и реализации инновационных, образовательных, методических и организационных форм. Я желаю коллективу Центра огромных успехов, интересных творческих задач, вдохновения, энтузиазма, легких будней и всегда хорошего настроения. А уже в обозримом будущем еще ярче и громче отметить столетие Центра, передвига культурной работы нашей Республики Коми. Спасибо. Центру народного творчества Республики Коми от имени главы Республики Коми вручается сертификат на укрепление материально-технической базы. Главы Республики Коми за большой вклад в развитие, сохранение и популяризацию культуры, народного творчества, многолетнюю научно-методическую, образовательную, информационно-просветительскую деятельность дипломом главы Республики Коми награжден коллектив работников Государственного автономного учреждения Республики Коми, Центр народного творчества и повышения квалификации. Для получения диплома приглашается Иван Александрович Шахматов. Указом исполняющего обязанности министра культуры, туризма и архивного дела в Республике Коми за большой вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры и искусства, многолетний плодотворный труд, медалью за высокие достижения в культуре награждена Шемиле Диана Эдвиновна, методист первой категории отдела организации учебного процесса образовательного подразделения «Учебный центр». За вклад в сохранение, развитие и популяризацию культуры и искусства почетной грамотой Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми награждены Глубина Ирина Александровна, заместитель директора. Любименко Ирина Валерьевна, ведущий методист отдела народного творчества. Приказом директора Государственного
Центрального Российского дома народного творчества имени Поленова за многолетнюю плодотворную работу, вклад в сохранение и развитие народного творчества в Республике Коми и в связи с 85-летием Государственного автономного учреждения Республики Коми Центра народного творчества и повышения квалификации благодарность выражается коллективу работников Центра народного творчества и повышения квалификации. Также благодарность объявлена Чурковой Людмиле Владимировне, ведущему методисту отдела по развитию культурно-досуговой деятельности. Мария Алексеевна, благодарим вас. Мария Алексеевна, этот подарок от Центра народного творчества, конечно же, вам и всем нашим гостям. Спасибо огромное, коллеги, что вы с праздником были. Слово для поздравления предоставляется Надежде Борисовне Дорофеевой, председателю Комитета по социальной политике Государственного совета Республики Коми, депутатам Государственного совета Солодиной Татьяне Алексеевне и Жарикову Владимиру Сергеевичу. Виджауланы Дона Йортиас, добрый день, уважаемые земляки, уважаемый Иван Александрович, уважаемые сотрудники Центра народного творчества. Разрешите по поручению Сергея Анатольевича Усачева лично от себя поздравить вас со знаменательной датой. Конечно же, выразить вам слова благодарности за столь масштабный и стратегически пройденный путь. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие, за умение приобщить к истокам Коми культуры, за талант наших жителей, за тот креативный подход в своей работе, который вы используете, за те красивые танцы, за те шикарные песни, за те ослепительные костюмы, которые мы сегодня увидели на этой сцене. Вы прошли, Центр прошел огромный путь. Это были и довоенные годы, и военные годы. И, конечно же, период восстановления нашей республики после войны. Но всегда и во все времена вы остаетесь основной направляющей составляющей культурной жизни республики. Пусть еще будут очень яркие проекты, пусть еще будут очень яркие, амбициозные проекты, которые Центр разрабатывает и которые внедряет в нашу жизнь. Спасибо вам большое, здоровья, благополучия всем вашим сотрудникам Центра и всем тем, кто проходит повышение квалификации и обучается в Центре. И, конечно же, всем мирного неба над головой. Уважаемый Иван Александрович, разрешите вручить вам приветственный адрес по поручению Сергея Анатольевича. Пожелания успехов в будущем. Буррит Дона Йортиас. Местав щелемщань. Челомалатиянас. Центран чужан лунан. Ищи тенлы. Кужнем дабур шут. Да ижит радвон. Дорогие коллеги, друзья, я просто восхищаюсь вашей работой, потому что часто бываю приглашенной на ваши мероприятия и всегда удивляюсь вот тому энтузиазму, вашему творчеству, новым идеям. А главное, я хочу сегодня поблагодарить за ту работу, которую вы делаете в деле возрождения, сохранения и развития коми культуры и языка. Позвольте пожелать вам крепкого здоровья, добра, благополучия и новых творческих вам успехов. С праздником! Добрый день, дорогие друзья. Вот познания в коми языке мои почти заканчиваются этими словами. После Татьяны Алексеевны очень трудно говорить. Она
это ее коми родной язык, но я буду говорить на русском, это мой родной язык, потому что благодаря таким прекрасным центрам, как возглавляет Иван Александрович Токмаков, развивается много разных культур, и только в единстве, когда мы все сплачиваем вместе, в этом наша сила нашей страны, нашей многовековой истории, которую вы приумножаете своими профессиональными, талантливыми работами и идеями. Хочу только сказать, что добавить, что Иван Александрович Токмаков, человек, который, мне особенно приятно здесь находиться, потому что Иван Александрович у нас давняя связь, давнее знакомство, он очень долго возглавлял культуру в Эждинском районе, откуда я депутат. И я считаю, после ухода Ивана Александровича, ну, так скажем, немножко осиротела наша культура в Эждинском районе. И поэтому, Мария Алексеевна, я бы хотел, чтобы вы такого ценного кадра не потеряли, вот, потому что Иван Александрович очень много, у него всегда очень много было идей, много креатива, который он нас сподвигал, которым он нас всегда говорил, что вот этим надо жить. И наша культура в Эже очень активно развивалась. Поэтому, Иван Александрович, спасибо вам огромное за то, что вы всегда на острие, всегда развиваете культуру, всегда любите Коми народ, любите наш народ Республики Коми. И теперь вы возглавляете такой прекрасный центр, который может дать нам еще очень многое в развитии нашего общества. Спасибо вам огромное, удачи вашему коллективу, успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо большое. Спасибо. Надежда Борисовна, мы просим вас принять участие в церемонии награждения. Спасибо вам. Распоряжением председателя Государственного совета Республики Коми за существенный вклад, внесенный в социально-экономическое развитие Республики Коми, почетной грамотой Государственного совета Республики Коми награждены Баева Людмила Васильевна, заведующий отделом народного творчества. Бушинева Татьяна Николаевна, методист второй категории отдела народного творчества. Елисеева Анна Алексеевна, заведующая отделом по организации учебного процесса. Благодарность Государственного совета Республики Коми за добросовестную работу объявляется Мартыновой Евгении Саматовне, ведущему методисту методического отдела. Спасибо вам большое. Еще раз аплодисменты, дорогие друзья. Уважаемые гости, примите, пожалуйста, памятные сувениры. Спасибо. Слово предоставляется министру национальной политики Республики Коми Роману Вениаминовичу Носкову. Урыт, Донавойтер, Пыдипуктана Александр Иванович, Пыдипуктана Уджалышьяс, центром. Ердзебним Талменом Чоламамна Чупада Пасан Центрас. Дорогие друзья, уважаемый Александр Иванович, уважаемый Иван Александрович, я прошу прощения, уважаемый коллектив Центра народного творчества, мне очень приятно сегодня
быть здесь на таком большом и значимом юбилее центра. Учитывая, что концерт уже начался, я абсолютно не сомневаюсь, что все муниципалитеты с удовольствием, наверное, и с радостью приняли приглашение быть сегодня здесь, показать свои концертные программы для зрителей, потому что центр, безусловно, является сегодня самой, наверное, большой, самой нужной площадкой для организации и проведения всех практически наших значимых республиканских праздников. Кроме этого, центр сегодня является и образовательной площадкой для наших режиссеров, для наших сценаристов, осветителей, всех тех, кто для нас с вами сегодня работает в культуре и создает праздники в этой жизни. Хочу выразить огромную благодарность всему коллективу за их работу, потому что работа центра, она неразрывно связана и с нашей работой Министерства национальной политики, потому что как раз через наши всем знакомые большие праздники мы узнаем о нашей культуре и передаем эту культуру будущим поколениям, культуру коми народа. И за это огромная благодарность. Я с удовольствием желаю центру развиваться дальше, быть всегда впереди новых вам проектов, удачи и здоровья. Спасибо, Роман Вениаминович. Роман Вениаминович, примите сувенир. Спасибо. Дорогие друзья, мы предлагаем вам погрузиться в страницы истории Центра народного творчества. На сцене молодежный театр любителей Сыктывдинского районного дома культуры, село Выльгар, руководитель Елена Саликова. Дискуссию. На форсайт-сессию. На форум. На конференцию. На школу фольклора. На творческую лабораторию. На совещание директоров. Место проведения. Особнячок на Советской. Итак, что мы знаем о Центре народного творчества и повышении квалификации? История учреждения началась с постановления Президиума Исполнительного комитета Коми АССР от 20 мая 1937 года. В конце 40-х, 50-х годов начинают работать курсы, семинары, конференции для руководителей творческих кружков. Ведется экспедиционная деятельность по сбору фольклора. В 1979 году на базе Республиканского дома народного творчества и методического кабинета клубной работы создается Республиканский научно-методический центр народного творчества и культурно-просветительской работы. В 80-е годы проводятся творческие отчеты городов и районов столицы Республики Коми. Самодеятельным коллективам стали присваиваться высокие звания – народный, образцовый. В 90-х годах путем реорганизации и слияния Республиканского научно-методического центра народного творчества и областного дворца культуры профсоюзов был создан Государственный центр народного творчества. А в 1991 году впервые был организован и проведен праздник народного творчества Шон-Дыбан. Ведется работа по сохранению традиционных праздников, фестивалей и выставок. В 2011 году учреждение переименовано в Государственное автономное учреждение Республики Коми Центр народного творчества и повышения квалификации.
путем слияния Государственного центра народного творчества и Центра подготовки и переподготовки кадров культуры и искусства. Ну а сегодня Центр народного творчества и повышения квалификации является многопрофильным учреждением культуры, осуществляющим образовательную и культурно-просветительскую деятельность, Сохранение нематериально-культурного наследия, Развитие народного самодеятельного творчества, Повышение квалификации работников культуры, информационно-методическое обеспечение муниципальных досуго-культурных учреждений, мастеров декоративно-прикладного искусства, деятельность детских школ искусств. Все это и не только особнячок на Советской. Молодежный театр любителей. Ваши аплодисменты еще раз, друзья. Продолжает листать историю образцовый детский коллектив Республики Коми, ансамбль современной хореографии, шоу-балет «Виктория» Сыктывдинского районного дома культуры. Руководитель Виктория Шереметьева. Здравствуйте, ребята! Слушайте пионерскую зорьку!
Виктория. Уважаемые зрители, дорогие друзья, у каждой истории свое достояние. Мы предлагаем вашему вниманию «Достояние Севера». Так называется музыкальное поздравление от молодых, известных в Республике Коми авторов-исполнителей Артемия и Полины Барсуковых. Встречайте! Здравствуйте, друзья! Мы поздравляем вас с красивым юбилеем. И знайте, что мы гордимся вами. Грани сами шумели, реки берега омывают, ветер в поле прилив, в вершинах гор остывает, забоет вьюгой зимой, лето греет аллеи, летим по небу со мной. Достояние Севера, я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера, я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера, я, ты, мы. Дело мастер смело скрасит север страстью, жизнью красит нашу дело мастера в его власти, так что прекрасно знает, как жизнь красит нашу. Все равно представляет достижения народа, человека по согласию природы, предприятия большие наши славят мастера, человек творец из Коми, достояние Севера. Достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера, я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера, я, это ты, это я, наши мечты, там, где родимые края, северная земля. Все вместе душой! Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера. Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, Севера. Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние Севера. Я, ты, мы, достояние Севера, да-да-да, все мы, достояние. И помните, что вы достояние нашей республики. Артемий и Полина Барсуковы. Выявление талантов, пропаганда народного искусства Домом творчества продолжались и в суровые 40-е. Первые послевоенные годы набирают популярность народные театры и народные хоры. В 60-е и 70-е жанрами творческого самовыражения стали вокально-инструментальные ансамбли, КВН, агитбригады. Возрастает интерес к декоративно-прикладному творчеству. Большие перемены в деятельность КДУ внесла перестройка и последующие годы демократизации. Но народное искусство неизменно следовало главным жизненным ценностям – труд, семья, любовь, родина. Встречайте! На сцене образцовый детский коллектив Республики Коми, вокальная студия «Ручеек» культурно-досугового центра Шудлун Эжвинского района. Руководитель Александра Шляхтова.
Аськиев плещется ведерко. На сцене образцовый детский коллектив Республики Коми, шоу-балет «Виктория». Гармошка из деревни родом, а праздник будет или беда, она останется с народом, с простым народом навсегда. Ее напев неповторимый звучит на радость старикам, на славу родине любимой, на зло невеждам и врагам. От Украины до находки звени гармошка и баян. Играйте, парни-самородки, сыны рабочих и крестьян. Дорогие друзья, на сцене известный в Республике Коми и России гармонист, исполнитель народных песен, руководитель творческого коллектива Ищерга Владимир Трошев. Песня «Зев кухни» становим параков припевас. Ок-кок-кок. Ведь медом ставы стоян тиян лоис ок-кок-кок. Да, шилам мекет. Поехали! Ай,
коми, не понимаю. Народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми, ансамбль народной песни и танца «Пелыш Мольяс» Республиканского колледжа культуры имени Вениамина Чисталева, руководитель Анна Поздеева. Моя
С поздравлением к юбилею от имени руководителей государственных учреждений культуры, а также Министерства культуры, туризма и архивного дела на сцену приглашается директор Государственного академического театра драмы имени Виктора Савина Михаил Николаевич Матвеев. Добрый вечер, дорогие друзья. Не случайно Центр празднует свой юбилей здесь, в этом историческом месте. Именно здесь, в 1937 году, Центр начал свою деятельность. Знали об этом? Нет. И, конечно же, вот это, а здесь уже размещался театр драмы. И, конечно же, это сотрудничество было плодотворным, потому что лучшие народные песни, танцы, которые приносили, находили народные коллективы, они переходили на профессиональную сцену. В свою очередь, самые популярные пьесы с профессиональной сцены уже переходили в народные, самодеятельные театры. И, конечно же, это хорошая историческая основа. Ну, а сегодня мне выпала большая честь от всех руководителей государственных учреждений, Министерства культуры, туризма, архивного дела поздравить руководителя, поздравить коллектив, поддержать их во всех творческих начинаниях и пообещать, что мы всегда готовы поддержать вас. С юбилеем! Успехов, творчества и всем хорошего настроения. Собрали все, что было в отрасли. На самом деле, не сомневайтесь, подарок дорогой, нужный. И я думаю, что коллектив Центра не раз еще всем нам скажет спасибо за это. Так, Иван Александрович, где вы? А чего тянуть? Коллектив Центра прямо сейчас говорит в вашем лице, Михаил Николаевич, спасибо всем руководителям государственных учреждений культуры, всем коллективам учреждений культуры, Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми. Спасибо. Михаил Николаевич, примите памятный сувенир. Спасибо. На сцену приглашается председатель Республиканского комитета профессионального союза работников культуры Елена Владимировна Сюркова. Добрый вечер, дорогие друзья! Уважаемый Иван Александрович, многоуважаемый коллектив Центра народного творчества и повышения квалификации. От имени Коми-республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры примите искреннее поздравление со столь значимой датой. Дорогие друзья, 85 лет Центру и 100 лет профсоюзам Республики Коми. Все эти годы мы живем нераздельно, дорогие друзья. Наша деятельность переплетается во всех направлениях. Дорогие друзья, я желаю нашему замечательному центру процветания, желаю всем работникам здоровья, желаю побольше радости и поменьше минут отдыха, как ни странно. Дорогие друзья, ваша работа нужна нашей республике. Я желаю вам еще больше и больше интереснейших проектов, в которых мы, профсоюзы, принимаем также активное участие. Дорогие друзья, пользуясь случаем, я хочу, дорогой Иван Александрович, вручить вам грамоту Коми-республиканской профсоюзной организации за стойкое социальное партнерство, за неуспокоенность, за вашу многолетнюю общественную деятельность на благо города Сыктывкара и Республики Коми. Но в вашем лице также хочу выразить огромную благодарность предыдущим директорам и Галине Изосимовне, и Светлане Ивановне. Низкий вам поклон и большое спасибо за вашу деятельность.
хочу поблагодарить председателя профсоюза организации Кристину Дмитриевну Полякову, также за большую общественную работу, которую делает она безвозмездно, в свободное от работы время, и за то, что морально-психологический климат в организации чудесный, благоприятный. Уважаемая Кристина Дмитриевна, прошу вас на сцену. Вот вы здесь. Большое спасибо. И также большой привет предыдущим председателям Анне Алексеевне и Елене Дмитриевне, которые здесь находятся. Большое вам спасибо за вашу общественную работу и за ваш благодатный труд. С праздником! Елена Владимировна, вам памятный сувенир. Спасибо. Центром народного творчества накоплен богатый опыт работы по сохранению традиционной культуры, ведется сбор, обработка и трансляция собранного материала. Одним из важнейших средств сохранения традиционной культуры является участие Центра народного творчества в масштабных фольклорных праздниках, фестивалях, конкурсах, форумах, таких как традиционный народный праздник «Луд», лауреат Всероссийской театральной премии «Грани театра МАС» в номинации «Лучший народный праздник», Ижемский район. Всероссийский фестиваль «Заваленка», лауреат Всероссийской театральной премии «Грани театра МАС» в номинации «Лучший фестиваль народного творчества», Сыктывдинский район. Республиканский фестиваль «Родники семейного счастья», Нижпогостский район. Межрегиональный молодежный этнофольклорный фестиваль «Кейдис», традиционный народный праздник Гажа-Валяй, праздник поэзии Мена-Муза, Сысольский район. Республиканский праздник «Коми-книга», Ударский район. Республиканский праздник охотника Выралыч-Ясленгаш, Троицко-Печорский район. Республиканский фестиваль современной коми-песни «Василей», село Усть-Кулом. Межрегиональный праздник Усть-Цилимская горка, село Усть-Цильма. Республиканский конкурс профессионального мастерства работников культуры «Формула успеха». Республиканский фестиваль театральных коллективов «Неделя театра в Прилузье». Культурный марафон «Первый вагон». Межрегиональный конкурс исполнителей на струнных народных инструментах имени Семена Ивановича Налимова. Ежегодная республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года». Республиканская молодежная выставка народного художественного творчества «Зарни Кияс», «Золотые руки» и конкурс детского творчества «Игрушка-говорушка». Загуляла тундра, заиграла, ночь светла под солнцем и легка, а хребты полярного Урала к горизонту будто облака. Широко, такие здесь замашки, даль без края кровь разгорячит. И цветут улыбчиво ромашки, и полынным запахом горчит. Хорошо мне в травяных разливах, встань, родная, рядом и замри. Полюбуйся, как небоязливо, радость отогревшейся земли. День и ночь сумели помириться, где здесь что, не разберешь уже. Вот оно какое материнство, если много солнца на душе. Дорогие друзья, встречайте! Нас поздравляют коллективы и солисты, участники наших праздников, фестивалей и конкурсов. Народный фольклорный коллектив «Щипертас» Дома культуры села Нившира, Кырткиросский район. Руководитель Мария Попова. Василий,
Дорогие друзья, встречайте коллектив, сохранивший уникальную культуру народного песенного творчества, обрядов и традиций Устцильмы, незаменимых участников межрегионального праздника «Устцилимская горка», народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми, фольклорно-этнографический ансамбль «Русь Печорская», руководитель, заслуженный работник Республики Коми, лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России» Нина Ананьевна Матвеева, хормейстер Дина Туркина.
На сцене добрые и давние друзья Центра народного творчества, народные артисты Республики Коми Петр Шучалин и Василий Рочев. Петр Васильевич – один из первых самодеятельных композиторов, организаторов и участников, а также неоднократный победитель Республиканского фестиваля современной коми-песни «Василей». Слова Василия Ладыгина, музыка Петра Шучалина. «Асланым олом». Чужанин кыди, миле Москва. Rapyliśmy cyjany, stały te donaja. Rapyliśmy cyjany, stały te donaja. Через щелемия, Ваде дай мамы сене живы, Асланы олы меча на нича, Медечка сие, не корозбы, мели пелечка, Stały te donaja, rapyliśmy cyjany, stały te donaja. Stały te donaja, rapyliśmy cyjany, stały te donaja. С юбилеем нас поздравляет народный коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Коми, вокальный ансамбль «Красопаня» Эжвинского дворца культуры бумажников, руководитель Татьяна Васильева.
приглашаются представители от делегации муниципальных образований Республики Коми. Терентьева Галина Александровна, директор Дворца культуры и техники город Интак, заслуженный работник Республики Коми, победитель республиканского конкурса работников культуры «Формула успеха 2022». Галайда Анастасия Владимировна, заведующая отделом культуры и национальной политики администрации муниципального района Усть-Куломский. Дурнева Наталья Леонидовна, начальник управления культуры администрации муниципального района Сысольский. Лаева Вера Ивановна, начальник управления культуры администрации муниципального района Усть-Вымский. Вам слово, уважаемые гости. Буррыт Данайортес, уважаемые сотрудники Центра народного творчества и ветераны коллектива. От всей души поздравляю вас с вашим прекрасным, значительным, знаменательным юбилеем. И хочу сказать, что здесь я стою благодаря конкурсу Центра народного творчества «Формула успеха». Но в зале сидят мои коллеги, директора клубов, домов, дворцов культуры, сотрудники учреждений культуры нашей республики. И я прошу вас всех сейчас подняться и взаимно поаплодировать друг другу за то, что мы так много и долго работаем вместе. Пожалуйста, коллеги, встаньте. Нас очень много. Спасибо. Надо сказать, что особнячок на Советской, он не только особнячок архитектурный, исторический, это особнячок и среди учреждений культуры республики, потому что он притягивает все учреждения, притягивает, обучает, наставляет, направляет. Это действительно центр, культурный центр республики. И очень хочется пожелать нашему центру, возможно, к 100-летнему юбилею, чтобы он был уже не особнячком, а большим особняком с красивой сценой. И чтобы там было больше места для осуществления наших проектов. С юбилеем, дорогой центр! Здесь у нас написано много красивых слов, я не буду их зачитывать. Поздравляем вас с юбилеем. Сегодня цветов достается всем нашим сотрудницам. Добрый вечер, дорогие коллеги. Уважаемый Иван Александрович, разрешите в лице вас поздравить всех, чья жизнь связана с Центром народного творчества. Свою деятельность, конечно же, Центр поддерживает муниципальные учреждения культуры. Большая благодарность вам за теплоту, за внимательное отношение к каждому специалисту культуры. Конечно же, самое богатство Центра народного творчества – это специалисты, профессионалы своего дела, к которым можно в любое время подойти, задать вопрос, позвонить, они всегда ответят и найдут свое время, выделят и поддержат. Благодаря им у нас получаются такие замечательные мероприятия, такие как Василий. Большое вам спасибо. Конечно же, хочется пожелать вам новых проектов. Мы, в свою очередь, обязательно поддержим любые задумки и начинания. С праздником, с юбилеем! Буррыт Данайортес. Здравствуйте, дорогие друзья! Работники культуры Усть-Вымского района сердечно поздравляют вас с таким замечательным юбилеем. И, конечно же, сегодня очень много приятных слов здесь было сказано. Мы присоединяемся ко всем словам и благодарим вас за сотрудничество. От вашего общения, от общения с коллегами мы получаем только радость, потому что ваши сотрудники не просто приветливые и доброжелательные люди, но еще и компетентные в своих вопросах. Мы желаем вам сохранить все то, что было собрано за 85 лет, и все это приумножить. Новых проектов
проектов вам, всего самого хорошего, конечно же, вам, как руководителю, вашим коллегам, вашим семьям, крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и взаимопонимания. Я представляю муниципальное учреждение. Конечно, мы тоже хотели подарить вам дорогие подарки, как государственное учреждение, но мы дарим вам с любовью и от всего сердца. Пожалуйста, наши брендовые лесобазовские торты. И когда вы будете пить чай с этими тортами, вы 5 минут своей жизни, но будете вспоминать о нас. Добрый вечер, Иван Александрович, сотрудники Центра народного творчества и повышения квалификации, от Сысольского района, от работников культуры, от главы муниципального района Сысольский, мы искренне поздравляем вас с юбилейной датой, а также хочется передать искренние слова благодарности нашим учителям, нашим наставникам, ветеранам вашего учреждения. Надеемся, что если ведется видеозаписи, они услышат наш привет. Это Тихомировой Алевтине Ивановне, это Кузнецовой Галине Изосимовне, Светлане Ивановне, Валентине Ивановне Приваловой. Это на сегодняшний день, кто нас сопровождает, очень чутким вниманием нас уделяют. Татьяна Николаевна Бушинева, Людмила Васильевна Баева, сотрудники Центра повышения квалификации, декоративно-прикладного искусства. Низкий вам поклон, Иван Александрович. Мы надеемся, что такой сплоченный коллектив под вашим руководством будет и в дальнейшем нашими верными друзьями. Ну и от нашего района. 85 вполне серьезно. Это, прямо скажем, прямо ввысь. Мало здесь обычной пышной прозы, без стихов сейчас не обойтись. Столько лет промчалось незаметно, не счесть всех достижений и побед. Любить работу сердцем беззаветно, таков девиз у вас, таков завет. Благие цели, интеллект высокий, трудом заполнен каждый день и час. Вы помогаете решить проблемы к сроку, в любых вопросах каждый просто ас. Центр – коллектив надежных, умных, дружных и, несомненно, творческих людей. И нет для вас ни лабиринтов трудных, ни даже утопительских идей. Век небывалых новых технологий, сотрудничеством с вами мы горды. И за это мы без всяких демагогий охапку цветов вам дарим за труды. Спасибо вам большое за добрые, теплые слова. Сотрудники Центра народного творчества во все времена были верны своему призванию дарить людям праздник. Мы благодарим ветеранов учреждения, заслуженного работника Республики Коми Анну Васильевну Носову, почетного работника культуры Республики Коми Татьяну Глебовну Безносикову, заслуженного работника Республики Коми Наталью Михайловну Бидник, почетного работника культуры Республики Коми Людмилу Васильевну Худяеву, заслуженного работника Республики Коми Валентину Ивановну Привалову, заслуженного работника культуры Российской Федерации и заслуженного работника Республики Коми Галину Изосимовну Кузнецову, заслуженного работника Республики Коми Ольгу Викторовну Юрьеву, заслуженного работника Республики Коми Татьяну Евгеньевну Вырыпаеву, Надежду Михайловну Красавцеву, Лидию Александровну Матросову, Татьяну Михайловну Левыкину, Тамару Тимофеевну Галеву, Нину Александровну Семенюк, Олега Юрьевича Судакова, Елену Гелиевну Грачеву, Елену Дмитриевну Ковальскую, Полину Николаевну Куликову, Сергея Алексеевича Зиновьева. Уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники, привстаньте, пожалуйста, со своих мест. Мы хотим подарить вам цветы и наши несмолкаемые аплодисменты. Благодарим всех коллег, кто в разные годы был сотрудником Центра народного творчества и повышения квалификации. Эти аплодисменты вам, дорогие коллеги и ветераны культуры.
деятелей культуры и искусства, ученых-фольклористов, профессиональных и самодеятельных композиторов, народных артистов, заслуженных работников культуры Российской Федерации Республики Коми, внесших большой вклад в развитие народного творчества Республики Коми. Прометей Ионович Чисталев, Игорь Григорьевич Скляр, Василий Яковлевич Гущин, Юрий Николаевич Изюмский, Лидия Петровна Логинова, Петр Васильевич Шучалин, Виктор Михайлович Напалков, Сергей Федорович Чуркин, Наталья Михайловна Гнедых, Татьяна Трофимовна Купышева, Сергей Викторович Гусев и ансамбль народной музыки «Зарни Йоль», Александра Петровна Шереметьева и Михаил Николаевич Бурдин, Лидия Даниловна Чубьюрова, Любовь Петровна Розы, Владимир Геньевич Горчаков, Генрих Васильевич Козловский, Татьяна Дмитриевна Дубинина, Нина Ивановна Прокопьева, Николай Алексеевич Волохов, Александр Дмитриевич Сивков, Валерий Лаврентьевич Торопов, Василий Васильевич Попов, Татьяна Гавриловна Шишелова, Наталья Владимировна Курганская, Алевтина Ивановна Тихомирова, Елена Степановна Ярцева, Лариса Александровна Королева, Галина Владимировна Стадольская, Светлана Алексеевна Причина, Марина Леонидовна Андреева, Андрей Валерьянович Андреев, Эрих Эрвинович Вильсон и многие-многие другие. ветеранов, сотрудников Центра народного творчества, экспертов и волонтеров. Всех друзей и коллег поздравляют с юбилеем любимые артисты. Имре Кальман, фиалка Монмартра, Карамбалина. Исполняет Елена Ладыгина, солистка театра оперы и балета Республики Коми, лауреат премии правительства Республики Коми. На Монмартре поздней ночью не смолкает гул, как сонное веселье до утра. В час, когда перед рассветом весь Париж уснул, в кабачках разгорят танцы и игра. Посвятает пышный карнавал, пошалит весь уголок. Как порой за 5 минут поэта песни создает, чтоб целый год потом Парижем распевал, чтоб целый год потом Парижем распевал. Карамболино, карамболетто, звезда веселья. Карамболино, карамболетто, сердце клянется, лишь только ты. Нарядных блестков, ты нам подростков, чего и ждал. Нигде на свете не красавица такой. Загрустил в лучах рассветного очертания крыш, от себе карамболетто будет петь Париж, от веселый шум бульвара перемен. Может, песни от себе поэт, а художник твой портрет. Ну кому же, наконец, подаришь ты любви венец, кого полюбишь ты, кто мечется сердец, кого полюбишь ты, кто мечется сердец. Карамболино, карамболетто, звезда веселья. Карамболино, карамболетто, сердце бьется, лишь только ты. Нарядных блестков, ты нам подростков, чего ждет. Карамболино, нигде на свете не красавица такой. С праздником! «Лебединая верность». Музыка Евгения Мартынова, слова Андрея Дементьева. Исполняет Кирилл Болтунов. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно,
небе вдвоем, и земля казалась ласковой, и в этот миг вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик: где же ты, моя любимая? Отзовись скорей, без любви твоей небо все грустней. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей, красотой своей нежно сердце мне согрей. В небесах искал подругу он, звал из гнезда, но молчанием ответила птице беда. Улететь в края далекие лебедь не смог, потеряв подругу верную, он стал одинок. Ты прости меня, любимая, за чужое зло, что мое крыло счастья не спасло. Ты прости меня, любимая, что весенним днем не бегал он, как прежде, нам не быть вдвоем. И была непоправимою эта беда, что с любимою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервав, и сложив бесстрашно крылья на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир теплее стал. Пусть летят по небу лебеди над землей моей, над судьбой моей летите в светлый мир людей. Дорогие друзья, встречайте ансамбль народной песни «Северная околица» Коми Республиканской филармонии. Художественный руководитель, заслуженный работник Республики Коми, заслуженный работник культуры России Наталья Гнедых. Чтобы Колина кормушечка играла веселей. Дождь, дождь, мертвый мой дождь, по сердцу
юбилеем Центр народного творчества и повышения квалификации поздравляет ансамбль «Так Ясур» Академического театра драмы имени Виктора Савина. Сили
Сегодня любовь и преданность своей работе сполна демонстрируют опытные сотрудники Центра: Елена Викторовна Шмытова, почетный работник культуры Республики Коми. Диана Эдвиновна Шемеле, Светлана Николаевна Пятова. Уважаемые сотрудники, выходите на эту сцену под аплодисменты зрительного зала. Александр Владимирович Соловей, Евгения Владимировна Логинова, Нина Ивановна Петрова, Ирина Валерьевна Любименко, Людмила Васильевна Баева, Елена Владимировна Моложанова, Татьяна Николаевна Бушенева, заслуженный работник Республики Коми, лауреат Государственной премии Республики Коми. Волну креатива, яркости и новизны привнесли молодые коллеги: Ксения Александровна Качер, Кристина Дмитриевна Полякова, Даниил Игоревич Шомысов, Андрей Андреевич Ренжин, Сергей Алексеевич Шичалин. Ежедневная кропотливая работа, ведение культурно-досуговой деятельности в руках Людмилы Владимировны Черковой, Алены Александровны Аршиновой. Методическая работа детских школ искусств в поле деятельности талантливых и неравнодушных специалистов: Галины Владимировны Уласевич, Ольги Вячеславовны Гонтаревой, Евгении Саматовны Мартыновой. На сцену приглашается образовательное подразделение «Учебный центр». Лучшие профессионалы по организации повышения квалификации всех направлений отрасли культура: Ирина Александровна Губина, Анна Алексеевна Елисеева, Валерия Игоревна Мишарина. И совсем недавно пришел неравнодушный к жизни нашего творческого коллектива новый состав из молодых и опытных специалистов: Александр Константинович Крымов, Мария Олеговна Алексуткина, Нина Валерьевна Забоева. Коллектив Центра народного творчества и повышения квалификации. Именно они свои силы и идеи, накопленный опыт и знания, частичку своей души и любви
отдают на благо процветания народного искусства и творчества, сохраняя культурные, духовные традиции всех последующих поколений. Слово предоставляется директору Центра народного творчества и повышения квалификации Токмакову Ивану Александровичу. Вот они всегда такие стеснительные, даже здесь на сцене прячутся. Выходите вперед, уважаемые коллеги, под эти аплодисменты. У меня сегодня несколько миссий, я постараюсь быть лаконичным. Первая миссия – это сказать спасибо каждому работнику Центра народного творчества и повышения квалификации. Мы сегодня разными способами говорим спасибо. Один из них – это благодарности и почетные грамоты Центра народного творчества и повышения квалификации. Почетные грамоты Государственного автономного учреждения Республики Коми Центр народного творчества и повышения квалификации за добросовестный труд и в связи с 85-летием образования Центра народного творчества награждены: Качер Ксения Александровна, ведущий методист отдела народного творчества; Ишарина Валерия Игоревна, ведущий методист учебно-методического отдела; Моложанова Елена Владимировна, заведующий хозяйством; Полякова Кристина Дмитриевна, ведущий методист отдела народного творчества; Шмытова Елена Викторовна, ведущий методист учебно-методического отдела; Шучавин Сергей Алексеевич, главный специалист; Почетной грамотой Государственного автономного учреждения Республики Коми Центр народного творчества и повышения квалификации за многолетний и добросовестный труд награждается Петрова Нина Ивановна, уборщик служебных помещений. Нина Ивановна обещала быть в зале. Благодарность Государственного автономного учреждения Республики Коми Центр народного творчества и повышения квалификации объявляется Алексуткиной Марии Олеговне, ведущему методисту отдела по развитию культурно-досуговой деятельности. Буквально сегодня у нас какая-то напасть, если честно, уважаемые коллеги. Вот никак она не прекращается. Что-то с ногами творится у специалистов центра. Началось все с меня, я на костылях ходил, если помните. Потом Татьяна Николаевна приняла эстафету. И вот буквально сегодня два специалиста получили травму. Одна колено, вторая пальцы. Вот здоровья вам, уважаемые коллеги. Благодарность объявляется Аршиновой Алене Александровне, методисту отдела по развитию культурно-досуговой деятельности. Гонтаревой Ольге Вячеславовне, ведущему методисту учебно-методического отдела. Забоевой Нине Валерьевне, ведущему методисту организационно-методического отдела. Крымову Александру Константиновичу, заведующему отделом по развитию культурно-досуговой деятельности. Уласевич Галине Владимировне, заведующему учебно-методическим отделом. Центр народного творчества и повышения квалификации выражает благодарность
за помощь в предподготовке концерта сети цветочных салонов «Мича». Компании «Ремтехмонтаж» и Юркину Александру Михайловичу. Компании «Олимп» и Гайзеру Леониду Францевичу. Еще одна почетная миссия, которую я сегодня с удовольствием хочу выполнить на этой сцене, это внесение очередных имен в книгу почета Центра народного творчества и повышения квалификации. Первый человек, которого мы сегодня туда вносим, это человек, который руководил Домом народного творчества с 1933 года, успел сделать очень много полезного для Дома народного творчества, но примечательно другое, и сегодня, на мой взгляд, это очень важно, примечательно то, что в 1941 году этот человек написал заявление о сложении полномочий и отправился на фронт. Потом, после фронта, вернулся в Сыктывкар и продолжил служить в культуре уже в Министерстве культуры Коми АССР. Этого человека зовут Анфим Иванович Костромин. Для следующего человека, чье имя я сейчас озвучу, это будет сюрприз. Вы, когда услышите это имя, будете долго, продолжительно аплодировать, потому что каждый из здесь присутствующих знает Галину Изосимовну Кузнецову, режиссера этого концерта. Галина Изосимовна, позвольте вас пригласить на эту сцену. Галина Изосимовна, вернитесь, пожалуйста. Народный артист Республики Коми Сергей Викторович Гусев. Уважаемые коллеги, абсолютно для каждого человека, специалиста, который находится здесь, очень важно ваше внимание, очень важно то, что каждый из вас пришел, сказал такие теплые, правильные слова. Для нас очень важно, что коллективы, это большая армия коллективов, которая находится за кулисами, вот так легко отозвалась на нашу просьбу и создала для нас вот эту замечательную праздничную атмосферу. Спасибо большое вам, уважаемые коллеги. Ну и, конечно, низкий поклон и позвольте выразить слова гордости за каждого человека, который находится на этой сцене. С юбилеем Центра народного творчества и повышения квалификации. Ура! Глазят фармы рассветы, полночные звезды тускнеют вдали. Мы наши сердца отдаем беззаветно и будням, и праздникам Коми земли. Кто раз побывал здесь, тот помнит и знает. Работаю славится наш человек. Мы песни слагаем о доблестном крае. Земля эта щедрая, в сердце навек.
Шон-де-Бан.